Assalamu alaikum урматтуу Тез Кабар каналынын көрөрмандары, мекендештер, замандаштар, кадырман кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Биз бүгүн Кыргызстандагы эң алдыңкы курулуш компанияларынын бири болгон Elite House курулуш компаниясынын чакыруусу менен Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт сарайына келдик. Бүгүн миллионер болууну каалаган биздин мекендештерибиз, жаштарыбыз үчүн Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтө маанилүү иш-чара болмокчу. Бизди бул иш-чарага чакырган курулуш компаниясы Elite House курулуш компаниясы деп аталат. Кожомкул атындагы спорт ордосунда бүгүн 6-июль күнү күндүзгү саат 3-тө буюрса 2000 адамдын катышуусунда миллионер болууну каалайсыңбы? Кантип миллионер болууну ойлонсо болот деген темада Elite House курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиев тренинг өткөрөт. Жаштар менен миллионер болууну самагандар, каалагандар үчүн өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшөт. Тактап айтканда тренинг өтүп берет. 15:00-гө аз эле убакыт калды, андыктан башталуу алдында турабыз. 2000-ге жакын адам катышуусу күтүлүүдө. Эгерде Elite House курулуш компаниясынан квартира алабыз десеңиздер, анда бул компаниянын сатуу бөлүмүнө телефон чалсаңыздар болот. 0558 88 88 88 жалаң 8 телефон номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. 2000 адам миллионер болууну каалагандардын арасынан терилип, азыр очередь менен келип кирип жатышат. Бул жерде негизи милиция, коомдук коопсуздук көзөмөл, скорый помощь, пожарный баардыгы уюштурулуптур. Аталган компаниянын уюштуруучулары белгилеп жатышат. Биз элдер алып кирели, иш-чаранын жүрүшү боюнча маалымат берели. Elite House курулуш компаниясы өткөрө турган иш-чарага келүүчүлөрдүн саны көп. Ар бир келип катышып жаткан адам мына ушундай текшерүүдөн өтүп, регистрациядан өтүп, анан иш-чарага кирүү алдында турат. Биз дагы ушул иш-чаранын коногу катары бүгүн Тимур Файзиевдин тажрыйбасы менен таанышабыз. Elite House курулуш компаниясы боюнча маалымат алабыз. Мындан ары биз буюрса келечекте Elite House курулуш компаниясы менен тыгыз кызматташабыз. Бул жерде көрүп турасыздар, каттоо жүрүп жатат. Азыр мен дагы катталам. Бул Elite House курулуш компаниясынын атайын журнал экен. Көрүп турасыздар, бирди алабыз. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Мени каттап койсоңуздар жакшы болот эле. Бул Тез Кабар каналы. Ар бир келип катышып жаткан миллионер болууну самаган биздин жаштарыбыз, көрүп турасыздар. Elite House курулуш компаниясынын белектерине ээ болуп, блокнот, ручка, журнал жана башка маалымат баракчаларын алып, катталып, андан сырткары бул курулуш компаниянын маалымат пресс кызматынын берген маалыматына ылайык мына жерде көрүп турасыздар. Атайын кайрымдуулук акциясы дагы уюштурулуп жатыптыр. Эгерде катышуучулар келип ушул жерге, ушул ящикке каалаган соопчулук үчүн акча каражатын ящикке салып кете турган болсо, анда келечекте бул жердеги чогулган акча каражаты үй бүлөсүз же болбосо атадан энеден ажыраган детдомдо чоңоюп аткан балдар жана ата-энелер үчүн жумшалмакчы. Саламатсыздарбы? Каттоо жүрүп жатат. Булар бош эмес окшойт. Андыктан мен катталбай эле түз кире берейин, кийин катталып коюуга туура келет. Биз спорт ордосундабыз. Көрүп турасыздар, келип катышууну самап жаткан адамдардын саны көп. Бүгүн 2000-ге жакын адам Тимур Файзиевдин тажрыйбалары менен таанышат жана бөлүшөт. Андыктан биз чогуу киребиз, чогуу көрөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар. Бул сиздер көрүп турган Тимур Файзиевдин сүрөтү турат. Тааныштырып коеюн, Elite House курулуш компаниясынын негиздөөчүсү. Бүгүн экранда көрүнүп турган темада буюрса сиздер үчүн тренинг өтүп берет.
elitehouse.kg сайтына же болбосо Facebook, Instagram, Telegram бардык соцсеттеги баракчаларына сиздер кирип, кайрылып же болбосо ушул сайттардан маалымат алып турсаңыздар болот. Тренинг башталуу алдында андыктан элдер менен чогуу кирип биз бул жердеги даярдыкты көрөбүз, иш чаранын жүрүшү менен таанышабыз. Мына караңыздар, Бишкектеги эң чоң спорт ордосу, Кожомкул атындагы спорт ордосу, көп адам келип отурду. Буюрса биз атайын СМИге тактап айтканда маалымат каражаттары өкүлдөрүнө берилген орундуктарды таап отурабыз. Ассаламу алейкум, варахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего и его благословение. Спасибо вам, уважаемые друзья, что вы сегодня нашли время, пришли в выходной день, и выкроили из своего драгоценного времени, из своих стратегических планов все дела и пришли сегодня сюда. В первую очередь я благодарю Всевышнего за то, что мы с вами сегодня живы, здоровы, что мы с вами сегодня находимся здесь. Мир и благословение пророкам, пророку Мухаммаду, мир и благословение Всевышнего, и другим пророкам, которые были от единого Господа, Иисусу, Давиду, Аврааму и другим пророкам, мир им всем. Почему мы сегодня с вами собрались, уважаемые друзья? Прокачать самый главный мускул. Самый главный мускул в человеке – это его мозг. Мне мой папа говорил в детстве, будучи мой папа шестикратный чемпион по боксу СССР, Узбекистана и мастер спорта СССР, он мне, будучи таким боксером, он мне одной классной вещи научил. Он мне сказал: Тимур, силой нужно выиграть одного, двоих. Умом можно выиграть 1000. И это, наверное, стало одним из моих в жизни прям инструментов, когда я начал думать, что мне надо качать не мышцы, а мозги. И мозг человека настолько мощный по воле Всевышнего, так сегодня все компьютеры мира, если объединить все компьютеры мира в один компьютер, они не сравнятся с мозгом человека. То есть, как это работает? Буквально один вопрос. Закройте нас на 5 секунд глаза, мы сейчас сделаем один тест, и вы поймете, насколько хорошо работает мозг. Те, кто женат, там, 5 лет, закройте глаза и ответьте мне на вопрос. Вы счастливы в браке или нет? 1, 2, 3. Ответ, скорее всего, поднимите руки, кто счастлив в браке, пожалуйста, поднимите руки. Отлично, большинство. Смотрите, вы за 3 секунды сделали управленческое решение, которое 5 лет, живя в браке, вы 1000 ситуаций было. Было хорошее, было плохое, было сложное, было легкое, было приятное и неприятное. Но за 3 секунды вы смогли принять из этих миллионов ситуаций, ваш мозг успел обработать за 3 секунды все и дать ответ правильный, да или нет. Вот так работает мозг человека. Он, насколько богаче картина мира мозга вашего, насколько он прокачаннее, настолько у вас будут правильные управленческие решения, и они в среднем по человеку в мозг выходят на протяжении нескольких секунд. Вот настолько хорошо работает мозг. Так не может работать ни один компьютер в мире. И вот эта милость Всевышнего, которая одарил нас с вами, здоровый мозг, здоровый разум, это нереальная милость, которую мы не ценим. А еще, во-вторых, это нереальная милость, которую мы не умеем использовать. И поэтому есть формула, называется «Мы можем только то, что знаем». То есть,
Вопрос у меня к вам. Знаете ли вы, как заработать $1 миллион? Точнее, можете ли вы как заработать $1 миллион там, ну, за 3 года? Большинство из вас, я думаю, что, скорее всего, нет. В чем вопрос? Почему вы не можете? Потому что, оказывается, наше «могу» зависит от нашего «знаю». То есть «могу» — это следствие, «знаю» — это отец, то есть причина. Поэтому имейте в виду, очень важно, чтобы вы понимали, как работает этот мозг. Уважаемые друзья, я хочу еще раз сказать несколько слов о нашем любимом Кыргызстане. Наш любимый Кыргызстан, многие думают, что это площадка, которая, что здесь делать? Надо уезжать из этой страны. Скорее всего, в этой стране делать нечего. Нужно ехать за границу, куда-то учиться. Но лучше всего я вам скажу так. У меня был спор 20 лет назад с моими одноклассниками, когда мне было 15 лет. 23 года прошло с того времени. И они мне сказали, 99% были они все за, что в Кыргызстане делать нечего. И мы с ними забили спор. Вы езжаете за границу, а я останусь в Кыргызстане. И никуда уезжать не буду ни на какую учебу, ни на какую работу. И посмотрим, кто кого победит через долгосрочной перспективе. И по воле Всевышнего могу ответственно заявить, что на сегодняшний день 99% этих людей, они проиграли спор. Настолько наша страна с вами, уважаемые братья, уважаемые сестры, друзья, коллеги, партнеры, настолько наша страна — это бешеных возможностей. Но почему многие не могут использовать эти возможности? Это, оказывается, связано с тем, называется формула, рекомендую записывать, братья. Найдите блокнотики, ручки. Каждый тезис. Если у вас этого нету, это называется еще целеустремленность, то, ребята, тяжело двигаться дальше. Второе — это мощная цель. Цель. Мы сейчас будем про это тоже еще говорить. Третье — это мышление. Мышление. Четвертое — это обучение. И пятое — работа с рисками, страхами, упование на Всевышнего, никого не боясь. Вот эти за 10 минут людям, я показал маршрут, я показал им, как этим людям 20-летним найти правильный маршрут, как стать чемпионами. Сегодня здесь сидит аудитория немножечко постарше в большинстве своем. И я вам немножко буду рассказывать уже более профессиональные вещи, если вы не возражаете. Поэтому позвольте, начнем. Спасибо, спасибо, спасибо. Я вижу полосу белую. Еще дальше, да? Окей. Этому будет помогать наша команда, чтобы было все максимально удобно, комфортно и престижно. Как наше слово. Elite House. Ребята, одно из важнейших в успешном человеке считается это тогда, когда человек имеет 7 стадий развития личности. Что такое личность? Это тогда, когда ты что-то значишь. Можно быть личностью такой слабой, можно быть хаотичной личностью. Это значит, здесь я бизнесмен, здесь я госчиновник, здесь я уличный какой-нибудь спортсмен, здесь я какой-нибудь герой, а здесь я честный и порядочный. Так не бывает. Личность, что-то должна быть мощная личность. 7 стадий. Первое. Большинство людей думают только о себе. Это самый низкий уровень, когда человек думает только о себе. Поэтому выйдите из этого уровня, но в первую очередь наведите порядок в самом себе. Во вторую очередь, это забота о семье, о своих родных, сыновьях, родителях, бабушках, дедушках. Это уже очень высший уровень мышления. То есть человек уже с высшим уровнем мышления начинает думать не только о себе, одевать не только себя, учить не только себя, а еще и свою семью, своих родных и близких. Это второй уровень личности, развития личности. Третье – забота о друзьях, о соседях, об окружении ближнем. Это вот члены команды, это уже третий уровень. То есть насколько вы высоки, как личность, вот мы сейчас с вами и оценим. Вы можете сразу и оценивать параллельно. Дальше идем. Это уже идет. Вы мне помогаете, или я сам буду отвечать? Окей. Забота о деле, повышение компетенции, создание бизнеса. То есть получается, когда уже большая команда, вот
Следующий пункт. Потом идет забота о родине, о стране. То есть ты начинаешь думать, как свою страну поднять. Ты начинаешь думать, как всех граждан своей страны любимой сделать умнее, сильнее, богаче. Это уже уровень, на котором человек уже начинает не только думать о своих меркантильных присутствиях, родственных и там, соседей, а уже думать о всей стране. Шестое, забота о всем человечестве на земле. Это прямо, знаете, если есть люди, которые думают, как сделать так, чтобы всему человечеству на планете Земля стало лучше жить. И потом идет забота о планете. То есть тогда, когда уже люди начинают думать вообще о озоновые дыры, тают ледники не только в Кыргызстане, а во всем мире, умирают какие-нибудь там киты, дельфины и так далее, или люди в целом. Поэтому имейте в виду 6 степеней. И вот вы можете сделать вывод, где вы находитесь. Кто-то из вас забота о себе, кто-то забота о близких, кто-то забота о стране. Вот на сегодняшний день, сегодня мне сказал ваш один товарищ, что наша компания в лице руководителя компании Elite House, меня, Тимура Фазилева, что наш уровень, это уровень, вот зерна не работает, это забота о родине. Это 5-й уровень развития личности. Поэтому, ребят, я хочу, чтобы вы тоже развивались. Но то, что вы здесь находитесь сегодня, это показатель того, что вы уже на верном пути. Потому что человек, который потратил, оказывается, 1 час на знания, Священное Писание сказано так: человек, который потратил 1 час на знания, это лучше, чем 75 лет поклонения. Представляете, насколько Всевышний дал человеку задачу получать знания? Первый приказ Всевышнего от Всевышнего человеку через пророка мирного благословения было, знаете, какой? Икра. Читай на имя Господа, который сотворил тебя из капли. И человек поистине развивается посредством каляма, письма, письменности, образования. Поэтому, ребят, я вас поздравляю, что вы решили инвестировать в самую главную мускул, это мозг. Его тоже надо качать. Я прошу поаплодировать себе за то, что вы сегодня собрались здесь, братья мои и сестры, потому что вы обречены с дозволения Всевышнего на успех. У нас в Кыргызстане 6 миллионов человек, из которых, допустим, 2 миллиона за пределами страны, но 4 миллиона человек в Кыргызстане. Была достаточно такая обширная реклама, может быть, не сильно крутая, потому что мы не особо прям с задачей не обзавелись, прям собрать людей всех, только тех, кто просто для галочки. Собрались здесь 80, наверное, процентов зала. Знаете, что это, о чем это говорит? О том, что вы основные игроки города Бишкек, а значит и Кыргызстана. С чем я вас и поздравляю, потому что, еще раз говорю, это классная новость для вас. Идем дальше. Это моя формула, я сам ее для себя выработал. Много формул у бизнесменов, и миллионеров, и миллиардеров. 4S называется формула, которую мы буквально 2-3 недели назад, я своей команде говорю, я считаю, вот такой должен быть самый сильный игрок. Первая сила, это сила ума. Вот это место у вас должно быть очень сильным. Качайте его. Об этом я говорю последние 15 минут. Второе, это сила мышц. Сила физическая, это сила духа. Очень важно быть для того, чтобы быть сильным. И вот здесь еще очень важно, чтобы было еще и вот здесь. Потому что мы знаем ребят, которые очень мощные, они накачанные, они могут убить любого человека с одного удара. Но этого недостаточно. Важно, чтобы у вас была сила и здесь, и здесь. Недостаточно, чтобы у вас была только сила здесь, но нет силы следующей, сила веры, сила вот здесь. Вера, доверие, уверенность. Доверие, уверенность, это слово, смотрите, верие, это тоже вера. Уверенность, это тоже уверенность, вера, корень. Везде, это самые лучшие слова, чтобы быть сегодня лучшим игроком в обществе, вы должны знать, у вас должен быть очень высокий кредит доверия. Запишите этот тезис, кредит доверия называется. Вы должны прокачать и просмотреть в YouTube много видеороликов и фильмов на эту тему.
Сила веры – это еще и ты, и твой Всевышний Господь, которому ты поклоняешься, который сотворил вас, и однозначно Он вас умертвит. Вопрос времени. Поэтому у вас есть определенный промежуток времени, и этот промежуток времени мы с вами должны прожить наилучшим, самым достойным образом. Моя задача именно в этом и заключается. Вам это и передать. Знаете, что стало причиной того, что я начал давать тренинги? Кроме того, что мы с вами видели, вот здесь есть 6-й блок или 5-й блок забота о родине или забота о человечестве, еще есть очень главный приказ Всевышнего, где Всевышний говорит, что самое лучшее, что ты можешь оставить обществу после себя, это не машины, не квартиры, не состояние, не богатство. Дети, они обычно, если им оставить, они не приспособлены, лопухи будут, родственники начнут стреляться, судиться за твое имущество. Поэтому самое лучшее, что можно оставить, это знание. Поэтому, уважаемые друзья, обязательно вы должны думать. И поэтому наша компания, не исключение, что сделала. Она сделала так, что мы сейчас тратим 50% денежных средств, которые мы зарабатываем, а зарабатываем мы миллионы долларов в год. И мы 50%, я уже месяц копейками назад со своей командой поработали, которую я хочу пригласить на сцену. Будьте любезны, команда Elite House. Приглашаю вас. Вот эта команда Elite House, которая вот с этой командой мы решили 50% денежных средств мы хотим потратить в общество. Это пока 50. Но как только у нас будет чуть больше денег, то мы собираемся тратить 97% в мире. То есть я посчитал для информации. Пожалуйста. Это команда Elite House. Проходите. Так правильно. Смелее сюда. Уважаемые друзья, проходите сюда еще, ребят, сзади сюда. Телеграм, Алмаз, проходите сюда, вот здесь пусто. Вы там 4 ряда, здесь 1 ряд стоит. Кстати, очень важный аспект. Хороший управленец это тот, который находит самые узкие горла в бизнесе, в деле или в семье и может их расширить, эти узкие горла. Поэтому, уважаемые друзья, я хочу поблагодарить вас, уважаемые друзья, что вы, команда Elite House, которая делает сегодня наши все проекты, строят дома, которые организуют подобные мероприятия, которые тоже тратят свои знания, это люди, профессионалы с международным опытом. Чтобы для информации, чтобы было понимание, в месяц мы тратим на содержание компании, последний месяц обошелся $221 тысяча в месяц. Это расходы компании в месяц. Потому что мы формируем крупнейших профессионалов в нашей стране. Для того, чтобы решить крупную задачу, нужны крупные игроки, крупные цели. И вот эти ребята, они являются крупными игроками рынка Кыргызстана. Я хочу, чтобы вы поаплодировали нашим братьям. И вы себе тоже можете поаплодировать. Браво! Спасибо вам большое! Чон Рахмат, пусть Всевышний будет вами доволен вашими делами, и то, что мы сейчас собираемся 50% тратить всех денег на развитие общества, как раз таки это наша общая идея и командная работа. И хочу вам рассказать, что сегодня инновационные команды, современные команды, это те в мире считаются, которые умеют не только слушать, а еще и слышать. Запишите этот тезис. Слушать и слышать – это разные вещи. Можно сейчас прийти на этот тренинг, послушать красиво, в одно ухо залетело, в другое вылетело, но не услышать сути, не услышать самой основной идеи. Поэтому, уважаемая команда, вам большое спасибо, и мы решили по принципу, вы знаете, такой, наверное, репертуар у Гайдара Тимур и его... Спасибо. Спасибо большое вам. Спасибо. Да. С командой хотели сделать вам небольшой сюрприз. Вы не в курсе. Ну что? Уважаемые друзья, Тимур Азаматович в этом году был удостоен премии «Безупречная репутация». На уровне СНГ Тимура Азаматовича удостоили этой награды. Буквально вчера Тимур Азаматович прилетел с Москвы, у него была защита диплома. Теперь Тимур Азаматович дипломированный мастер спорта по бизнесу. Спасибо. Помимо этого всего, все вы знаете, как Тимур Азаматович относится к людям. Это не хочу воспалять перед Всевышним.
но на самом деле один из самых человекоориентирующих людей, которых я знаю. Это человек, который думает об окружающих в первую очередь и желает добра на самом деле сначала тем, кто вокруг. Тимур Азаматович, большое спасибо вам. От лица коллектива мы подготовили небольшой презентик. Хотели вручить вам в такой торжественной обстановке кубок победителя. Выпускник MBA Фазиев Тимур Азаматович. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Не ожидал, не ожидал. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Настоящая инновационная команда. Спасибо вам большое. Аллах разбласон. Позвольте, так как мы клиентоориентированный, человекоориентированная команда, позвольте уделим время нашим людям, гостям, как-то, чтобы не получилось так, чтобы мы сейчас сюда дополнительно рекламируем Тимура и команду. Ребята, большое вам спасибо. 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 Аллах разбласон. Очень приятно. Очень приятно. Спасибо. Извините, это был сюрприз, я просто не знал, что ребята так подготовились. Я прилетел только вчера утром в 5 утра. Спасибо вам большое. Ребят, мы остановились на том, что у человека должна быть сила ума, у человека должна быть, позвольте, как-то переключить эту штучку. Сила веры – это ты и твой Всевышний Господь. Когда ты, Всевышний говорит, я вам только один хадис приведу, который понадобится вам всем в жизни. Всевышний говорит, если вы боитесь меня и поклоняетесь мне, и подчиняетесь моему закону и запретам, то вы не будете больше не бояться никого и ничего. Но если вы не будете поклоняться и бояться меня, то вы будете бояться всех и всего. Знаете, это очень невероятно мощный инструмент для успешного человека, в том числе и в бизнесе, в семье, в обществе и так далее. Сила финансов. То есть, смотрите, 4 силы. Одна сила здесь, одна сила здесь, одна сила вот здесь и одна сила вот здесь. Вот здесь, портмоне. То есть недостаточно быть богатым, но у тебя, ты, знаете, неверующий или безбожник, ты холодный, сырой и так далее. Или ты слишком верующий, классно, вера классно, но у тебя нет денег или нет мозгов. Сила в этих 4 силах. В моем понимании 4 основные вещи. Даже если с этого тренинга вы сегодня вынесете только вот эти 4 силы, то вы считайте, что сегодняшний день или месяц, не побоюсь сказать даже год, вы потратили бы времени один год, чтобы понять вот это. Потому что исключение хотя бы одной статьи из этого пункта, из этой статьи, хоть одного пункта, это говорит о том, что вы не можете быть сильными. Есть люди богатые, но трусы, они всего боятся, у них слабые мускулы, они боятся всего и всех. Ну, понимаете, что надо бояться? Боятся банкротства, боятся спортсменов, боятся на улице ребят, боятся представителей спецслужб. А я вам ответственно заявляю, если вы хотите быть чемпионом, то вы не должны никого бояться, кроме Всевышнего. А Всевышний сделает так, что вы не будете бояться. И этому есть доказательства. Здесь, в Кыргызстане. И оно на сцене перед вами стоит. Это доказательство. Рахмат. Дальше идем. Спасибо. Цель. А можно мне показать формулу вначале, что мы получим прежде? Есть файл другой, который я хотел? Нет? Окей. Вот здесь должен был быть файл, если мы просто в процессе корректировали. Кстати, знаете, ошибка. Вот это маленькая ошибочка с командой между мной и моей командой. Это нормально. Что такое ошибка, ребят? Ошибка – это сын ошибок. Опыт – это сын ошибок трудных, говорил уже Пушкин. То есть, любая ошибка – это опыт. Поэтому сегодня мы в процессе учимся. Что такое миллион? Вот он этот вопрос, пошли. Что такое миллион? Это цель, команда. Можете вернуть уже? Это цель, команда. Цель, команда, система и мышление. Запишите. Если вы хотя бы одной из этих вещей у вас нет, то можно не думать особо о миллионе долларов. Так как сегодня, помните, была тема, как мыслят миллионеры.
Сегодня можно легко найти 1000 книг и послушать, как мыслят миллионеры. Кто что говорит. Но есть люди, которые уже взяли и сжали и на себе прогнали несколько лет, а можно даже 5-10 лет. Цель. Кстати, я вот это хочу еще вам показать. Вот это. Вот официальная статистика на сегодняшний день. Прямо сегодня, в 10:30 ориентировочного дня, мы забили в Google и забили, сколько долларов миллионеров на планете Земля. Официальных. А есть еще неофициальных тоже не меньше. 42 миллиона человек на планете Земля долларовые миллионеры. Когда-то я думал, я хочу быть лучшим среди своих одноклассников. Но потом я думал, ну ладно. Потом я хотел стать лучшим в своем городе. Потом хотел стать лучшим в своей стране. Когда я стал долларовым миллионером, я думал, нет, я крутой парень. Все, жизнь удалась. А оказалось, когда я начал анализировать и пришел к выводу, что таких, как я, на планете Земля, оказывается 42 миллиона человек. Это 10 Кыргызстанов без мигрантов. 10 Кыргызстанов долларов миллионеров. Это о чем говорит? О том, что есть куда расти. Это тоже очень важно. Запишите. Твой потолок – это чей-то пол. Ты такой думаешь, о, я вырос, там потолок по-таланский. А оказывается, у некоторых с этого места только пол начинается. Есть люди, которые день рождения проводят за 7 миллионов баксов. День рождения, 7 лямов зелени потратили, день рождения не спраздновали, а тут Тимур такой, я миллионер, все, я уже крутой, мне жизнь удалась, мне никто не нужен, зачем вы мне, ребят? Все, я уже богат, я успешен, я должен отдыхать на Майами, а все остальные должны работать на меня. Это низкое мышление. Это вон из той серии номер 1, помните, когда я думал только о себе? Или номер 2, когда я думал только о своей семье. Это очень низкий уровень мышления. И поэтому мы решили пойти дальше. Зная эту формулу, мы поняли, что нам есть куда расти. И мы решили помогать, иншаллах, обществу. Поэтому мы сегодня с вами собрались. Рахмат, братья, давайте. Давайте чуть-чуть договоримся, что я знаю, что среди вас есть очень много людей, которые очень ко мне лояльны. Я тоже вас очень всех люблю ради Всевышнего, я люблю хотя бы потому, что вы сегодня пришли. И я почему вас вынужден любить? Потому что вы единомышленники. Потому что вы нашли время уважить меня и прийти, услышать. Возможно, вы понимаете, что вы делаете ради своего интереса. Но для меня это тоже очень важно. Есть такая формула, называется «Не надо ловить рыбу на то, что любишь ты, тот». Нужно ловить рыбу на то, что любит рыба, червь. То есть на данный момент я вас пригласил для чего? Для того, чтобы вам сказать, что вам это нужно, ребят. Поэтому мы с вами сегодня здесь. Еще раз, это классно. Цель. Команда, система и мышление. Вот какая тема сегодняшнего дня наша будет. Мы долго думали. Вам сегодня я мог рассказать много-много цитат. Как быть успешным, как быть умным, как управлять людьми, как управлять деньгами, как управлять временем, как управлять проектами, изменениями. И еще сотни различных тем. Это пул это объем, кейс, бассейн. Это пул это бассейн, то есть плавающий объем. Вот пул компетенций, пул навыков, пул всего сил. Прежде чем стать чемпионом успешным, нужно качать очень многое. Но сегодня мы лучше с вами давайте сфокусируемся на 4 основных вещах, которые с дозволением Всевышнего вам помогут в ближайшие 3-5 лет стать очень крутыми людьми. Если Аллах пожелает. И если вы будете в этом направлении дальше двигаться. Цель. Смотрите, чтобы у вас было понимание, регламент нашей встречи. Мы сейчас будем с вами работать 45 минут еще. Потом через 45 минут будет полчаса кофе-брейк. Передохнем, умоемся, у кого там намаз есть и так далее. Потом, после этого мы начнем еще учить, я буду работать еще почти 1,5 часа. И мы за это время будем проходить эти 4 темы. Но вокруг этих тем я вам буду рассказывать еще некоторые вещи в целом, как я думаю и как я, понимаете, человек, оказывается, его подсознание работает на основании знания.
Но, оказывается, знание влияет на подсознание. Подсознание влияет на человека, на его действия, на его результат конечный. Нужно тренировать будет подсознание посредством знаний. Поэтому я сегодня вам хочу рассказать некоторые знания, чтобы вы вбили себе подсознание, которое вам поможет искать уже различные ресурсы, время, люди, деньги и прочая информация, связи, все то, которое поможет достичь вашей цели. Что такое цель в моем понимании? Еще, кстати, для информации, в конце будет селфи. Кто хочет фото, видео, мы сделаем фото, видео, ребята помогут нам еще подсказать некоторые детали. У нас здесь в гостях есть тоже несколько таких очень интересных, знаменитых людей, которых я хотел бы буквально дать им на пару минут слова и так далее. Будут вопросы, напоминаю, они ориентировочно займут полчаса. На все вопросы, которые у вас есть, если вы хотели бы, чтобы ваш вопрос прошел через мой мозг и дал управленческое решение, то мы это тоже сделаем. Это будет через WhatsApp, через программное обеспечение. Так, и были обещаны вам 3 кейса, разобрать 3 кейса. На сцене, кто из вас выиграет, мы сделаем среди вас розыгрыш и разберем ваши 3 кейса. 3 кейса, что такое 3 кейса? 3 кейса это тогда, когда вы приходите на сцену, выходите и говорите, у меня такой-то бизнес, что бы вы мне могли порекомендовать? А я попытаюсь рекомендовать. Если вам это будет интересно, мы это сделаем, допустим, чуть-чуть обширнее, 5-7 минут по каждому кейсу. Если вы скажете, нет, нам это не интересно, там наедине разберитесь, то мы тогда этого человека пригласим в ресторан, и я с ними уже отдельно буду за бизнес-завтраком разбирать его кейс, используя мою экспертизу. Мою экспертиза это экспертность, чтобы вы знали, те, кто не знает. Цель. Позвольте, я теперь продолжу. Цель. Очень важно для человека, если у человека есть цель обзавестись $1 миллион, то тогда этот человек становится у него основным прям его, вот представьте, я человек, и не важно кто, Тимур, не Тимур. Когда встречаюсь вот я теперь, Тимур, встречаюсь с каким-нибудь человеком, первое, что меня интересует в нем, есть ли у него цель. Если у человека есть цель, то он мне интересен, Тимуру Файзиеву. Я даже в команду беру людей целеустремленных, номер 1. Второе, я беру в команду, каковым сам являюсь, потому что для меня это важно. Оказывается, еще, чтобы вы понимали, сейчас я продолжу, человека воображение, оно сильнее его знаний. Знание, может, у вас сейчас их и нет у большинства, тех, как заработать $1 миллион. Но если вы себе четко вообразите эту задачу, как ее достичь, и что вы хотите, то все остальное, оказывается, уже знания придут, и ресурсы придут. Поэтому для меня, еще раз говорю, первое, целеустремленность. Нет, человек не целеустремленный, не интересен не только мне, никому не интересен на 99%, вас уверяю. Потому что это, знаете, человек без цели это то же самое, что собака, таракан, который говорит, я в этом мире для того, чтобы покушать, поспать, детей родить и умереть. Но таракан то же самое делает. Кушает, спит, детей рожает и умирает. Поэтому я считаю, что человек не только для этого был создан, как таракан. У человека должна быть какая-то задача, какая-то миссия. И вторая после этого идет, это профессионализм. Вот о чем я говорю. Что любой человек в этом мире должен быть профессионалом какой-нибудь отрасли, которая бы вас привела не только потому, что вам приятно этим заниматься. Некоторые люди говорят, я классно, я так классно работаю, я вот хочу работать там, где я работаю. И, например, полы моют всю жизнь. Он полы моет так. И вот подпрыжку вот так. И потом она может еще сделать подкинуть швабру, там, сделать сальто, шпагат, потом опять мыть вот так. Да, можно. Я сейчас не хочу обидеть тех, кто моет полы. Я просто хочу вам сказать, что если вы хотите $1 миллион, как бы вы полы не мыли, это невозможно. И поэтому китайцы говорят, сколько бы вы не шли по неправильному пути,
Никогда не поздно остановиться, найти новый путь, повернуться, бросить старый и пойти по новому пути. Вот это, если ты умеешь это делать, то ты успешный, и независимо, сколько вам лет. Ко мне вчера человек пришел, ему 53 года, и он мне покупает квартиру, 100 тысяч долларов оставляет в кассе, за 130 человек покупает, 30 в течение 3 месяцев, и он говорит: Тима, 53 года мне. Это я не буду его имя говорить, потому что он находится здесь, это мой брат, я его очень люблю, но он мне сказал: мне 53 года. Если вы не возражаете, брат мой, я пример приведу, просто никто не знает, о ком идет речь. Я хочу провести старость в этой квартире. Я ему говорю: брат мой, тебе только 53 года, еще 50 лет в среднем впереди, и ты хочешь старость провести в этой квартире? Это пускай это будет только квартира, которая начало, а уже через 3-5 лет, чтобы ты дарил квартиры налево-направо своим друзьям, знакомым, родственникам, горожанам, людям в целом. И брат говорит: классная, дал понять, что классная идея. Классная идея. Он даже, то есть, он сам не думал, что он может, то есть, это ограничивающее убеждение. Как сказал брат, это ограничивающее убеждение. Запишите, тема называется ограничивающее убеждение. Это страшная вещь. Если она у вас есть, надо ее вырезать с корнями. Не ограничивайтесь. Еще 50 лет впереди, это раз. Во-вторых, эта квартира за 130 тысяч долларов, это не должна быть последней инстанцией. Это должна быть первой инстанцией. А все остальное 10 раз, 1000 раз должно быть больше. Цель. Ребята, цель это страшная штука. Второе это, давайте по команде еще рановато. Цель. Одному человеку спросили: откуда у вас столько энергии? Откуда у вас столько вот прям вот этого прет, прям стержень, вот эта харизма? У одного человека спросили. Мне тоже часто задают вопрос, я также отвечаю, как тот человек ответил. Он так сказал: человек, откуда он становится таким мощным, энергичным? Это еще называется экигай. Запишите, экигай. Изучите это слово. Экигай это японское слово, подразумевает, что ты утром так проснулся, и ты говоришь: классно, сегодня я иду к своей цели. И в каждый день, как ученые доказали, если ты хотя бы в день один шаг приблизился к своей цели, то ты не зря прожил этот день. Хотя бы на один шаг. Проблема в том, что большинство из вас делают в день 1000 шагов. 10 000 шагов. Но они не к той цели идут. Потому что либо у нее нет цели, либо эта цель абстрактная. Я хочу и миллион. Я хочу стать мастером спорта по боксу. Я хочу стать чемпионом среди как мыть полы. Я хочу стать лучшим путешественником в мире. Вы уже определитесь. Если вам нужен миллион, то давайте будем работать на миллион, но при условии, что основные ключевые сферы, запишите тему ключевые сферы, называется. Пишите себе, пожалуйста. Будьте любезны, когда я вас вижу всех, на ваши глаза, будьте любезны, на ребят тоже все включите, пожалуйста. На ребят говорю, извините, на уважаемых гостей, на привык работать с аудиторией почти со своим моложе себя. Извините, если кого-то могу обидеть этими словами. Экигай – это чувство, когда ты встаешь с мощным энтузиазмом идти к своей цели. А она откуда появляется? Когда у человека есть цель. И этот человек, миллионер, не помню точно, он что ответил. Он сказал: откуда у меня энергия? Оттуда, что у меня есть мощная большая цель, и у меня проложен к ней четкий маршрут, и теперь у меня есть полностью ясность. В ясности сила, неопределенность убивает. Включите, пожалуйста, свет, еще раз прошу. Кого просить надо? Чтобы люди записывают, и я хочу вас видеть тоже. Уважаемая администрация зала. О, хотя бы так. Супер. Вам тоже лучше, удобнее писать? Еще включить? Еще включите, пожалуйста, свет. Если можно, еще свет дайте, пожалуйста, в зал. Смотрите, ребят, если можно, дайте еще свет. Дин, please, подумайте. Кстати, у любой задачи должен быть срок. Запишите. Запишите. Нет срока, нет задачи. Запишите. Нет срока, нет задачи. Вы что, ярче монитор делали, да?
Обратно. Люди уже щурятся. Все, вот зал включили свет, молодцы. Смотрите, чтобы задачи исполнялись, это система. Но я немножко опережу вас. Это у задачи должен быть всегда, в первую очередь, задача четкая. Во вторую очередь должна быть хозяин процесса. Кто ее будет делать? Вы или ваши подчиненные, или ваши партнеры. И третье, то есть хозяин процесса называется, и третье это срок. Нет срока, нет задачи. Нет хозяина процесса, нет задачи. Даже вот мы говорим, молод, меня зовут Кара, мен кетатам, бул мондай кылып и кеттиңиз. Вот вы не сказали, сказали, что делать, но не сказали, когда, чтобы это было готово. И четкая задача была или не была. Хотя бы одного, исключая из этих вещей, хоть задача, хоть срок, хоть хозяин процесса, то не будет задачи, если чего-то исключаем. Цель. Очень важно ставить большую цель, ребят. Тот миллиардер отметил, есть, еще говорю, большая цель, вот это, оказывается, в человеке есть гормон счастья. Гормон счастья – это окситоцин, это эндорфин, это серотонин. Это те гормоны счастья, которые ученые доказали, что если у тебя есть цель, то у тебя гормон начинает в крови приливаться, мозг работает так, он начинает вырабатывать большой гормон счастья. Этот гормон счастья начинает работать, и вы прете к своей цели. Поэтому очень важно, чтобы была цель. Второе. Цель, вы должны по цели еще давайте. Цель вы должны записать. Если вы свою цель не записали, хотите узнать мою цель? Коротко расскажу. Когда-то у меня была цель, мне было 15 лет, я хотел в 20 лет купить машину и квартиру. В 30 лет, когда мне было 15, я все еще про 15 вам рассказываю, я поставил цель в 20 лет купить машину и квартиру, в 30 лет заработать $100 000, в 40 лет стать долларовым миллионером. Я тогда записал. Что произошло? В 20 лет я купил себе машину и квартиру, в 26 лет вместо 30 я заработал $100 000, и в 34 года вместо 40 я заработал $1 000 000. Аллах велик, Всевышнему баланс приложения. Вот как работает цель. А сегодня у меня новая цель. Я на тот момент не поставил задачу миллиард, потому что, честно говоря, не верил, что заработаю $1 000 000. На тот момент я думал, 15-летний пацан, $1 000 000 это как сказка. Как для большинства из вас сейчас. Но поверьте, это не такая тяжелая задача. В среднем 5 лет. 5 лет. Четкая цель и 5 лет четких усилий, труда в этом направлении, но вне ущерба основным ключевым сферам жизни. Запишите, что такое основные ключевые, просто можно сказать, ключевые сферы жизни. Потому что нужно стать долларовым миллионером, как Стив Джобс, миллиардер. Он классно, у него все, 12 миллиардов долларов было. И этот человек, его уже нет в этом мире. В чем проблема? Что человек поставил все на кон, чтобы получить деньги. Но самого нет. Поэтому, ребят, братья, друзья, коллеги, партнеры, гости, давайте я буду называть гостями, да? Уважаемые гости, ключевые сферы – это тогда, когда у вас развивается, смотрите, успех от слова «успевать». Тоже запишите, прям классная формула. Успех от слова «успевать». Если вы успеваете, деньги прокачивать классно. Те 4 силы. Веру, изучать божественные законы. Нетворкинг, общаться, знакомиться с людьми. Путешествие, ездить по миру, смотреть разные страны мира. Семья, уделять время семье, родным и близким, родственникам, родителям, тетям, дядям. Спорту, чтобы качать, быть в тонусе. Вот эти, понимаете? Хотя бы одну вещь убери, ты уже не можешь быть успешным. Ну что толку быть богатым, но без семьи? Что толку быть семьянином, но при этом без веры или без денег? Или без путешествий? Успех – это тогда, когда вы успеваете во всех основных сферах. И это называется ключевые сферы. Мои ключевые сферы, если успеете, еще раз запишите. Первое – поклонение – это ислам, изучение. А если вы христиане и иудеи, то значит изучайте эту религию. Или ищите истину. Второе – это в моем списке – это обучение.
Оно стоит выше, чем семья, выше, чем бизнес, выше, чем здоровье. Почему? Потому что если я глупый, я даже своей семье не буду нужен. Если я больной, я даже своей семье не буду нужен. Если я глупый, то и у меня и бизнеса не будет. Поэтому обучение стоит на втором месте. Даже по некоторым данным можно сделать первое место. Ну, потому что даже через обучение мы в том числе и поклоняемся Всевышнему лучше, правильно. Поэтому, ну я поклоняюсь все равно скажу пока выше, в любом случае, потому что там и есть приказ обучения. Второе обучение. У меня третье идет здоровье. Это значит, надо быть в форме. Я раньше весил 90 килограмм, сейчас вешу 78. Раньше, я похудел, жировую массу убрал до 71 дошел, и после этого набрал мышечную массу около 7-8 килограмм. А у меня, получилось, задача стояла 2 года назад набрать 5 килограмм мышечной массы. И 5 килограмм мышечной массы я набрал, слава Всевышнему. Но теперь собираюсь еще 5 килограмм мышечной массы набрать в ближайшее время. Срок, чтобы вы понимали. В ближайшие 5 лет я еще хочу 5 килограмм. У меня не стоит задача быть качком, мощным, накачанным, только в мышцы. Просто видите, есть люди, которые настолько много тратят время качанию мышц, вот этих мышц, что эти люди, у них хромает все остальное. Некоторые даже про таких людей говорят: посмотрите, какие у него мышцы. У него даже в голове мышцы. Чтобы так не было, понимаете? У него даже в голове мышцы, это значит, у него даже вместо мозга мускулы. Понимаете? Надо, чтобы реально было прокачано все. И поэтому я решил: карман, сердце, мозг и мышцы. Все важно. Про цель. Поставили цель, в среднем 5 лет. Начинаете двигаться к этой цели с сегодняшнего дня. И начинаете изучать в YouTube, в Фейсбуке, Инстаграме или в других каких-то литературах. Начинаете изучать все то, что какие навыки, умением должен обладать человек, у которого цель заработать $1 миллион. Все, не надо. Вам я не говорю, чтобы вы учили химию, физику. Вот кто в школе учился, кому не понадобился в жизни косинусы, котангенсы. Поднимите руки, кто вот, говорит, я без косинусов, котангенсов, в жизни у меня бы не получилось. Есть такие хоть один человек? Катеты, гипотенузы. Ну это ж математика. По мне, это базовые знания, так себе. Это 20%, 80% это вода. 20% это мясо. Это основная тема. Я вам сейчас быстро расскажу один анекдот, который я несколько раз рассказывал. Возможно, некоторые из нас его слышали, а может нет. Классный анекдот, и вы не поймете, что я имею в виду. Приходит мужик на рынок, смотрит, продается попугай, и спрашивает: почем попугай? Он говорит: $1000. Ничего себе, $1000! А что он умеет? Он говорит: он умеет разговаривать. И раз он, клиент поговорил с ним: да ты чё, красавчик, блин. А этот попугай почем? $2000. А он что умеет? Он говорит: он умеет разговаривать и читать. И дали ему книжку, он читает, короче. Третий попугай: а это почем? А это $3000 стоит. А почем умеет разговаривать, читать, еще что умеет? Почему 3 штуки баксов стоит? Баксы это доллары, если что, да? Почему стоит $3000? Он говорит: он умеет читать, разговаривать и считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 миллионов. Ничего себе! А этот попугай почем? Этот попугай, говорит, стоит $30 000. Ничего себе! А почему он так стоит? А он что умеет? Разговаривать, читать, считать, еще что умеет? В 10 раз дороже, чем самый дорогой попугай был. Продавец такой стоит. Да нифига не умеет он ни читать, ни считать, ни разговаривать. А продавец говорит, а покупатель говорит: а почему тогда он стоит $30 000? Он умеет заставить первых 3 работать на себя. Первых 3 попугаев, которые умеют читать, разговаривать, считать и прочее, он умеет заставить работать на себя. Вот этот навык стоит в 10 раз дороже, чем ты узкопрофильный специалист. Запишите. Извиняюсь. У меня аллергия чуть. Запишите одну важную формулу. Люди делятся на 2 категории. Универсал и специалист. Специалист
знает многое о немногом. Вот так запишите. Он знает многое, глубоко знает одну науку, но больше нифига ничего не знает. Поэтому у них обычно, замечаете, вот эти гроссмейстеры, они все такие умные, но у них такие лохматые, оборванные. Дома придешь, там вообще семей нету. То есть, потому что эти люди специалисты. Хочешь быть миллионером, невозможно быть специалистом. То есть специалист никогда не станет миллионером, ну и когда это не профессионально, 99% возмиллионеров не станет миллионером. Миллионером становятся универсалы. Универсалы знают немногое о многом. Тоже запишите. Немногое о многом. То есть это человек, которому говоришь, ты знаешь, что такое IT-технология? Он говорит, да, конечно, это классные информационные технологии. А ты знаешь, что такое HR, управлять людьми? Да, это кадровая служба, управление, мотивация, адаптация, обучение персонала и так далее. Юридические, финансовые, тех, кабинеты, аудитория, умение выступания на и так далее. Вот это универсалы. Универсалы становятся чемпионами. И еще одну формулу запишите. Это квадрант Роберта Кийосаки. Так запишите, квадрант, в YouTube забейте и прослушайте этот видеоролик. Квадрант Роберта Кийосаки гласит, что люди в начале своего пути делятся на 4 категории вообще люди. Хочешь быть успешным, богатым человеком, ты должен... Первая категория, самая низкая, называется работник. Работник, корень слова раб. Русский язык, да? Работник. Просто это тот же раб, который был 1000, 2000, 5000 лет назад, но только узаконенный. Который всю жизнь будет работать только на существование. Формула такая гласит. Человек, который работает на существование, это те люди, которые работают на зарплату. Человек, работающий на богатство, это те люди, которые работают на прибыль. Запишите. Эту формулу я еще знал 15 лет назад. Поэтому я понимал, что я не хочу быть работником. И Кийосаки говорит, это самый низкий уровень человека в экономическом развитии. Второй уровень идет предприниматель. Запишите. Предприниматель это тот человек, который уже начал предпринимать какие-то действия, не устраивает ему быть работником. Он говорит, я лучше открою свою самсахана, маленькую кафешку, открою свой интернет-кафе, открою какой-то там, пойду какой-то гербалайф, там начну там собирать там, ну типа такие, здравствуйте, меня зовут Вова, я алкоголик. Дальше, здравствуйте, меня зовут Петя. Ну, такую школу тоже, наверное, надо было проходить, я ее проходил просто в моей жизни. Поэтому вторая называется предприниматель. Я ни в коем случае не плюю в колодец с того, что пил. Я работал в Гербалайфе, кто-то, возможно, из вас работает. Я даже вам рекомендую для тех, кто вот хоть не предприниматель, а работник, лучше уж тогда работать в Гербалайфе. 4 года работал в Гербалайфе. Что я ничего не понимаю. Сократ, один из умнейших людей в истории человечества, считается общепризнанный, говорил, я знаю, что я ничего не знаю, но многие глупцы и даже этого не знают, что они ничего не знают. Запишите. Сократ, я знаю, что я нифига не знаю. И когда я в компанию попал в большую команду, я понял, что я нифига не понял. И после этого моя задача стала оседлать этого коня. Командная работа – это другая работа, ребят. Попадите в большую команду, рекомендую. Хотите быть миллионерами, попадите в успешную команду, где есть международные стандарты управления бизнесом, где есть уже там телохранители, там есть юристы, финансисты, HR, PR, GR. GR это работа с государством, PR это имидж, репутация, узнаваемость, HR это управление человеческими ресурсами, там, финны, техи, юры, стройка и так далее. Попадите в большую команду. Очень важно, потому что без большой команды невозможно стать миллионером на процентов 95. Поэтому, уважаемые друзья, это обязательно. Командная работа настолько важна, чтобы вы в команде будете тренироваться. Когда ты тренируешься слабее себя, то ты становишься слабее, чем ты. Например, представьте, вот я сейчас
в бизнесе. Для меня кыргызстанский бизнес – это уже прочитанная книга. Я только переехал за границу, там беру знания, приезжаю сюда и теперь этими знаниями делюсь. И в этим самым есть такая стратегия, называется «Уча за границей что-нибудь» или здесь в иностранных сайтах. «Уча, учусь». Запишите стратегию. Это очень важная стратегия. «Уча, учусь». Когда ты учишь человека, то ты информацию усваиваешь на 70%. А когда ты сам учишься чему-нибудь, то ты информацию усваиваешь только на 20%. Вот сегодня вы здесь, если поучитесь, отвечаю вам на 90%, что у вас та информация, которую вы сегодня получите, на 80% завтра смоется с головы на днях. Но чтобы этого не случилось, нужно записывать. Нужно следовать тем рекомендациям, которые вам говорит ваш тренер. Поэтому хочешь быть чемпионом области, например, вот я в Джалабаде занимался боксом, и я бы, если бы занимался всю жизнь только бы с джалабадскими, мне бы тяжело было бы выиграть республику. Область. Чтобы выиграть Джалабад, я должен тренироваться с бишкекчанами, республиканцами. А чтобы выиграть республику, мне не надо заниматься в республике с джалабадскими боксерами. То есть мне нужны сильнее игроки. Поэтому говорят, с кем поведешься, того и наберешься. И знаете, работая сильнее, чем вы становитесь сильным. Но если вы будете тренироваться сильным, но будете тренироваться со слабыми всегда, он станет сильным, вы станете слабыми. Поэтому запомните эту формулу. Командная игра подразумевает именно это, что вы будете работать вместе в команде с разными игроками. И это универсал становишься тогда, когда ты видишь, что такое финансы, что такое HR, что такое IT-технологии, что такое ноу-хау, что такое консультации, что такое аутсорсинг, инсорсинг, интернет, интранет. Процентов на 80 уверен, что вы даже не знаете, что такое слово интранет. Тоже запишите. И аутсорсинг – это консультации снаружи, а есть инсорсинг – это внутренние силы команды. То есть эти вещи это невозможно, пока ты не в команде изучить. Поэтому работайте, попадите в крутую команду. Будете с крутыми игроками, однозначно вы обречены на успех. После того, когда у вас есть четкая цель. Поэтому цель, второе была команда. И вы, когда будете в хорошей команде, командная игра, а в командной игре запишите основные признаки. Я так и не говорил, оказывается, как я принимаю, я извиняюсь, иногда чуть перехожу с одной темы на другую, потому что хочу вам немножко рассказать то, что у меня накопилось, у меня прям прет, если вы замечаете, да? Прет у меня прям, эта энергия, я люблю просто отдавать. А знаете почему? Рахмат. А знаете почему? Потому что я уча вас, я сейчас учусь сам. Вот почему важно. Ученые доказали, хочешь силы? Трать силы. Иди в спортзал и убивай мышцу. Убей, что ты даже не можешь потом килограммовую гантелю поднять. Сил нету. Вот это называется тратишь силы, и потом сила приходит. Тратишь знания, и потом знания приходят. Тратишь деньги, и потом деньги приходят. Это тяжело понять. Это надо запомнить. Анекдот в грузинской школе. Учитель говорит, вилька, тарелька пишется без мягкого знака. А сол и моль и соль. Сол, мол пишется с мягким знаком. Дети, это трудно понять. Это просто надо запомнить. Так же и вы запомните, уважаемые друзья, что это трудно понять, что ты тратишь бабки, а бабки больше приходят. Вот сегодня это мероприятие мне обошлось в 1 000 000 сомов. Казалось бы, ты, Тимур, нафига тебе это надо? Бабки есть. Машина за 130 штук баксов. Квартира за 500 штук баксов. Спасибо. Спасибо. Бизнес есть. Зарабатываю в месяц больше, чем... Мне попросили не говорить, сколько я зарабатываю, хотя я уже много раз об этом говорил. Короче, просто скажу, да? Мой доход составляет сотни тысяч долларов в месяц. А соответственно, зачем мне сейчас вы нужны?
А вот потому что зачем? Хороший вопрос. Молодец. Люди только умные задают вопросы. А глупые люди не задают вопросы. Поэтому называется глупый человек, а самый глупый вопрос это незаданный вопрос. А человек только умный задает вопросы, потому что когда он задает вопросы, он минимум 50% знает на этот вопрос ответ. Поэтому он только может задать вопрос умный. Всегда задавайте вопросы, не бойтесь. Зачем я трачу деньги? Затем, что я знаю точно, что если я сейчас потрачу на вас 1 миллион, мне что вернется взамен, знаете? Репутация. А это за деньги не купишь. Второе. Довольство Всевышнего. А это за деньги не купишь. Win-win-win. Запишите, стратегия называется win-win. Победа-победа. Win-win. Изучите эту тему. Это классная тема. Победа-победа. Мы уже будем сейчас резюмировать. Что дальше получаю? Узнаваемость. Опыт. Потому что я вас учу, сам учусь. Прежде чем сюда выйти, я должен был теперь, прочитать, прослушать столько литературы, прокачать себя. Теперь я здесь стою, и меня вот так рвет здесь. Была бы возможность этот зал пополам вот так порвать, я бы его порвал. Ну, просто такая задача не стоит. Это, кстати, легкая задача для строителя. Мы такие здания строим. Это самый маленький объект, который строим из ориентировочно таких объектов, как вот этот дворец спорта. Мы приблизительно штук, ну, если поблочно брать, ну, штук 35 ориентировочно через мои руки прошли, через мою голову. Поэтому ломать не строить. Построить сложно. Точнее, сложно до тех пор, пока вы не подготовлены. Поэтому имейте в виду, я это делаю для того, чтобы дать. Когда ты даешь людям, знаете, на дегендечи, человеку говоришь, на, человек автоматически протягивает руки, дай, открывается. А когда человеку говоришь, дай, человек автоматически закрывается, нет. Чтобы вы мне дали все, что у вас есть, это я должен вначале вам дать. Что я сейчас и делаю. Понимаете формулу? Это бизнес, ребята. Сегодня новый тренд в мире. Раньше до 2000 года считалось, у кого самый высокий IQ это прям интеллект. У кого самый высокий IQ, считалось, он самый умный. До 2000 года так считалось. Будьте любезны. Благодарю. Считалось до 2000 года, что самые умные люди это те, у кого высокий IQ. А потом сделали, знаете что? Сделали тест на планете Земля, у кого самый высокий IQ. И по интернету ответили люди. И знаете, кто? Они поехали к этому, у кого самый высокий IQ, он знает на все вопросы ответы, кроссворды и так далее. Нашли этого человека на Земле. Комиссия приехала, такая, о, мы нашли самого умного человека на Земле с самым высоким IQ. Заходит в это здание. Где, говорит, эта фамилия? Выходит охранник ночного клуба. И они на него посмотрели, проверили. Ну-ка еще раз дай. Он еще раз дал, точно он. И они поняли, что, оказывается, правят миром не самые умные. Потом ученые мира поменяли мнение и сделали вывод, что самые, оказывается, крутые ребята это не умные, у кого самый высокий IQ. Запишите IQ. Мало кто знает этот IQ. Он пишется русское ЕЕ и Q. Q это такая и с палочкой. Q. Что такое IQ? IQ это, оказывается, эмоциональный интеллект. Запишите. Эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект это что такое? Это тогда, когда у человека есть вот эта штука, как у меня сейчас. Я могу с вами вот так. Байке, отдайся. Эти, как лбали было. Это эмоциональный интеллект. Они так, я бы здесь мог бы вам сейчас вот так урок давать. Знаете, я сегодня вам, я профессор, доцент, я вам хочу сейчас рассказать, что такое миллионеры. Миллионеры – это когда вы будете зарабатывать миллион. И так 5 часов. Через 15 минут вы такие, короче, уже все. И помидорами. IQ – это вот это эмоциональный интеллект. Запишите, это очень важно. До 2000 года, после 2000 года, 2010 года считались, у кого самый высокий IQ, вот этот эмоциональный интеллект, это ум,
И в том числе эмоции. Управление эмоциями людей, управление эмоциями своими. Чувства. До 2010 года считали, что самые крутые ребята это у кого высокий IQ. А оказывается уже новый тренд в мире. После 2010-го в мире уже мало кто знает LQ. L. Лопата. Запишите, что такое LQ. LQ это love Q. Это интеллект любви. Это когда вы сегодня обществу, прежде чем что-то говоришь, эй, купи у меня квартиру. Люди говорят, я Танданбаши запарился своей рекламой. Везде его реклама. И даже здесь вышел на сцену, опять реклама. Короче, только купи, дай деньги, дай деньги, дай деньги. Переводится это так. Дай деньги. И че, есть деньги? Давайте квартиру я вам продам. Дайте, дайте. Это уже не работает. Love you – это заходим к человеку через сердце. Через сердце это нужно дать человеку что-то дать. Когда ты человеку что-то дашь, у него появится к тебе уважение, доверие. И после этого этот человек скажет, а человек, как такое существо, он хочет отблагодарить взамен. Он сразу хочет, а что тебе взамен нужно сделать? А ты говоришь, ну, если что, мы строим классные квартиры. Он говорит, а можно я у тебя куплю? Ты говоришь, ну, если вам нравится, не торопитесь. Это потом. Вначале вот я хочу, чтобы вы были моим другом. Я, чтобы вам мог помочь. Вы мне будете полезны. Квартира это фигня. Таких 1000 будет и у вас, и у меня. Давайте вот дружить, давайте будем вместе. Love you. Вот этот интеллект сегодня правит миром. А теперь разгадка. Почему я здесь стою? Вот ответ на ваш вопрос. Я сейчас качаю love you. Я качаю ваш, я залазю ваш, вот через ваше сердце в ваш карман. В том, где залазю через ваше сердце в ваш мозг. А? То есть, вы не сможете забыть теперь Тимура Файзиева ближайшие 5 лет. Потому что Тимур Файзиев делится с вами такими вещами, с которыми не делится в нашей стране никто. Кто? Бесплатно. Спасибо большое. Спасибо большое. Но это бесплатно ли? Пока бесплатно. А дальше знаете, что будет? Знаете, чем отличается профессионал от непрофессионала? Непрофессионал? Окей. Непрофессионал живет только сегодняшним днем. А профессионал живет, видит будущее. И я вас сегодня собрал, дам вам сейчас то, что вам нравится. Помните, я говорил формулу? Хочешь ловить рыбу? Лови не на то, что любит Тимур торт, а лови на то, что любит рыба, червь. Поэтому я вас сегодня собрал, потому что я знаю, что через год, 2, 3, знаете, что будет с вами дальше? Love you. Вы сейчас узнали Тимура. Теперь вам понравилось до 80%, я уверен. Наверное, если я ошибаюсь, вы меня простите, но я по это использую правило. 80% вам нравится то, что я сейчас вам говорю. А если вам это нравится, то, соответственно, будет дальше такая стратегия. Вы пойдете домой, скажете, я был сегодня на таком тренинге. Ты есть такой Тимур, а формула такая, вот что значит знание. Один человек лояльный, вот как вы, например, ко мне сегодня, после этого тренинга, он, оказывается, идет в среднем 60 людям, рассказывает, эчешки, тайкешки, байдешки, джинешки, соседу. Там есть такой классный чувак, как Тимур, который бесплатно передал нам формулу $1 000 000. Красава. И узнает, вот сейчас находится 1500 человек. Умножьте на 60. Это будет 10 000 человек. Каждый из вас в среднем 60 человек пойдет и расскажет.
Но знаете, есть у этой страны еще вторая сторона медали формула. Если вы беспонтовые, не дай Аллах, чтобы такими были кто-то из вас, плохими, нехорошими редисками, эгоистами, все себе, мне, то знаете, об этом узнает тоже 60 человек. Поэтому всегда запомните эту формулу. Хороший результат приносит в 60 раз больше каждый. Приводит в плохой результат, плохое твое действие, доходит тоже до 60 людей. Поэтому вот как важно быть либо все, либо ничего. Либо развивайся, либо сдохни. Жестко, да? Но извините, этот мир и бизнес не просто так. Как мне на MBA один тренер сказал, мы там нам прокачивают эту тему. И один из наших одногруппников MBA говорит год назад: это же невозможно, то, что ты нам говоришь, это же трудно. А тренер говорит: ты, говорит, ему прямо обращается, ты, встань-ка, говорит, он раз такой встает. Ты знаешь, говорит, когда тебе мама, ты когда из своей мамы вылазил, говорит, помнишь этот момент, когда ты вылазил из мамы? Наверное, не помнишь. Но когда ты вылазил из своей мамы, тебя не встречали в этом мире с надписью «Добро пожаловать! Вы пришли в сказку». Этот мир очень суровый. Этот мир очень жесткий. И чтобы здесь, в этом мире, быть лучшим, сильным, и чтобы этот мир тебе поддался и отдался, это вы должны быть сильными. А мир не будет мягким. Это вы должны быть. Есть такие люди, которые говорят: я хочу, мне должны мои родственники помочь учиться в университете. Мне должны мои родители помочь жениться. Мне должны мои работники помочь заработать миллион. Мне должны вы помочь купить мои квартиры. Никто вам ничего не должен. Вот правильная позиция жизненная. Вы должны всем. Это вы должны помочь себе, это вы должны помочь жениться вам себе, купить машину, квартиру, заработать деньги, завести классную семью, прожить достойно этот мир. Вам никто не должен. Это позиция силы или позиция жертвы. Позиция жертвы это тогда, когда все для вас в этом мире плохо. А позиция силы это тогда, когда для вас весь мир становится просто легким кубиком Рубиком, который ты знаешь, как легко собирать за 3 секунды. Запомните формулу еще раз. Победа любит подготовку. И я хочу закончить этот раунд первый как на этой теме Love Q. Сегодня через Love Q надо делать дела, ребят. Сегодня нужно выстраивать хорошие отношения, выстраивать доверие и уважение. Если сегодня вас уважают, тогда у людей появляется к вам доверие. Если вам доверяют, то тогда люди и рекомендуют все друг другу, говорят: ты где хочешь купить квартиру, Долсун? Он говорит: я хочу купить квартиру, не знаю у кого. Он говорит: купи у Тимура. Почему? Потому что Тимур, он тоже строит дома. И другие строят дома. Но другие строят, и бабки ложат в карман. А Тимур строит и 50% дарит городу. Зачем я буду покупать у одного и того же или у того же качественную продукцию, но при этом один только зарабатывает бабки, а второй и зарабатывает, и тратит. И сегодня это называется лояльность. Запишите это слово. Это называется лояльность. Сегодня бизнес надо выстраивать через лояльность. Это значит, люди должны быть к вам мега лояльны. Люди должны вас знать. Люди должны вас уважать и доверять. Если этого нет, вот в нашей компании около 100 миллионов долларов люди доверили. И сегодня люди приходят, нету дома, только вот участок, и они говорят: Тимур, 100 тысяч долларов, через 2 года я приду, чтобы дом стоял на месте. Я говорю: все, брат, через 2 года будет дом на месте. Плюс-минус 10%. Всегда. Это называется тема, запишите, завышенные ожидания. Запишите тему, это классная тема. Нельзя завышать ожидания людей. Вот, например, вы когда пришли на этот тренинг, вам, возможно, наша команда завысила ожидания, что если вы придете на этот тренинг, вам вот так будет круто. Это называется завышенное ожидание. Мы сильно не завышали, мы просто сказали: так мыслят миллионеры.
И на данный момент я вам рассказываю, как мыслят миллионеры. И по этому поводу я хочу сейчас у вас кое-что спросить. Да. Сегодня в мире работают очень новые современные технологии. И я хочу у вас сейчас спросить, позвольте использовать одну новую технологию. Хочу у вас спросить, уважаемые друзья, понравилась ли вам первая часть нашего мероприятия? Если да, то жду аплодисментов, пожалуйста. Спасибо. Вы еще придете в следующий раз? Спасибо вам большое. Я очень рад, что вам это нравится. Я рад, что те ожидания, которые мы вам обещали, мы их оправдываем. Хуже, если бы ожидания завысили бы, но не исполнили бы. Поэтому, уважаемые друзья, следующая тема как раз таки так и называется. Вот именно эта тема называется завышенные ожидания. Нельзя людям завышать ожидания. Всегда, когда говорите, я тебе дам на 5 оценку по 5-бальной шкале, то люди говорят, все, я жду от тебя идеально. А ты потом сделал на 4, это разочарование. Но когда ты людям обещаешь, ребят, я вам постараюсь сделать на 4 из 5-бальной шкалы, но твердо. Они говорят, все, мне больше не надо, 4 болсун разовым. Я доволен. А ты, он потом приходит и получает продукт на 5. Вот это для него будет, как будто ты ему сделал на 10. Это называется не превосходить ожидания, а не завышать ожидания, а превосходить ожидания. Это называется еще с горкой. Сегодня все нужно делать с горкой. Ты ему одно обещаешь, но сделай это еще лучше. Но когда ты человеку обещаешь на 4, а сделал на 3, тут работает принцип. Джаши болуш, аста. Джаман болуш, бир паста. Поэтому вот люди, можно 10 раз, есть такая формула называется. Почему? Я, говорит, 10 раз сделал хорошо, и ты об этом молчал. Но когда я сделал 1 раз плохо, ты мне об этом сказал. Вот люди такое существо, запомните. Ты даже 10 раз что-то сделал хорошо, но 1 раз делает плохо, он запомнит это плохо. Поэтому старайтесь сделать всегда хорошо. Ну и в то же время знайте, есть такая формула, называется перфекционизм. Слово перфекционизм тоже запишите. Перфекционизм. Это слово нужно, тут не должно быть перегиб. Ребята, но сейчас тайм-аут. Полчаса. Через полчаса второй раунд. Прошу прощения, секундочку. Одну секундочку. Я прошу прощения, у нас с вами, как я говорил, есть гости, которые посетили нас с вами сегодня, и один из новых современных трендов сегодня в мире считается тогда, когда ты сегодня слышишь новые технологии. И у нас здесь есть в команде гость, уважаемая Чолпон. Я прошу, у вас есть, я хочу вам дать слово, уважаемая Чолпон. Талибек. Эта девочка наша является партнером стратегическим. Она у нас в гостях. У нее 1 миллион подписчиков. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Здравствуйте, Тимур. Очень приятно находиться сегодня на тренинге. Спасибо большое за то, что вы не только все время учитесь, получаете знания, но и делитесь. Я думаю, что благодарных людей очень много сегодня. Подтвердите? Спасибо большое. Ну, пользуясь случаем, конечно, мне хочется вас поздравить с получением степени MBA. Желаю вам дальнейших успехов. Будьте еще лучше с каждым днем, с каждым годом. Ну, и у меня есть вопрос. Мне скажут, что я могу задать вопрос. В процессе вот я слушала вас. И меня заинтересовало вот что. Мы узнали о том, что вы получили очень престижную премию «Безупречная репутация». И у меня такой возник вопрос, да? Вообще в СНГ очень много известных, успешных бизнесменов. Почему в этом году выбрали вас? Расскажите, пожалуйста, про это. Спасибо. Спасибо большое, Чолпон. Спасибо. Как я говорил, что обычно только очень умные люди задают вопросы. Это показатель ума. Спасибо, Чолпон. Спасибо, что сегодня пришли к нам в гости.
как особенный гость, именно вы все для меня очень равны и ценны. Но просто мы, Челпон наш партнер, поэтому я думал, как я говорил, сегодня путь к мужчине лежит через желудок. Слышали такую формулу? А вот путь к клиенту, к партнеру и бизнесу лежит через именно такие отношения, через дружбу. Челпон, отвечу на ваш вопрос таким образом. Мне, конечно, очень сложно. 31 мая 2019 года в Москве вручили номинацию «Безупречная деловая репутация» в рамках ЕАЭС. Это почти 9 стран мира, из которых там несколько стран входят, а остальные наблюдатели. И там вручили, действительно, мне на сцене вручили номинацию именно «Безупречная деловая репутация». На самом деле я думал, что это был розыгрыш. Мне позвонили за дней 15 раньше. Говорят, вы стали обладателем такой номинации. Я говорю, это шоу. Это прикол, кому это надо? Они говорят, нет, это не шоу, не прикол, не верите, зайдите на сайт. Я зашел, проверил, моя команда, то есть, проверила по моему поручению, подтвердили, говорят, это правда. Я говорю, что делать, куда прилетать? Москва, Кремлевский дворец съездов и так далее. Должны были вручить конверт в Кремлевском дворце съездов, но из-за того, что в Белом доме понадобился Кремлевский дворец, оказывается, и нам, рядом в Доме Союзов вручили эту номинацию. Вопрос, почему? Мне сложно сказать, но я точно знаю, что Всевышний говорит, если вы будете стараться, по крайней мере, делать в большей степени правильных дел, то Всевышний говорит, я тебя возвышу, даже если ты спрячешься у себя дома. Но если, говорит, если я пожелаю тебя опозорить, то я опозорю тебя, даже если ты спрячешься у себя дома. Репутация это такая штука, которую реально годами собираешь, ребят. Это постоянно, это знание, это постоянная системная работа, это постоянная работа с большим потоком людей, информации, денег и прочее. Поэтому тут целый пул, Челпон, на этот вопрос могу ответить так, это целый пул ключевых навыков, экспертиз, которые влияют на подобный результат. А как так получилось, я не в курсе. Так получилось. Спасибо большое вам, спасибо. Все, уважаемые друзья. Маленький перерыв, полчаса. Через полчаса встречаемся здесь же. У нас будут розыгрыши, у нас будет много интересных вещей, ребят. Спасибо большое вам. Спасибо. Друзья, небольшой кофе-брейк. Чуть позже, во второй части